Уважаемые зрители нашего сериала, ассаляму алейкум, добрый день. Рад вас увидеть после довольно значительного перерыва, который был связан с необходимостью доработать как содержательный материал, так и его оформление в виде вот этих презентаций. И сегодня мы с вами подведем по возможности итог античному периоду в горном, лесном и южнобережном Крыму. В том, что связано с античной цивилизацией. Поэтому несколько слов хочу добавить о Пантикопее, потому что как-то мы все сконцентрировались на Херсонесе, хотя Пантикопей был гораздо более крупным, обширным и сильным государством. Но что важно отметить? Что важно отметить? То, что Пантикопей, как я в свое время говорил, был монархией. И уже буквально через несколько веков после основания этой колонии там пошли, как ни странно, те же, вернее, не странно, но логично, но процессы аналогичные Херсонесу, хотя это были две самостоятельные политические и культурные единицы. Во-первых, достаточно сильно изменилась династия, там даже происходила смена династий в Пантикопее, и в доримский период там была уже династия не эллинская, а смешанная, о чем знают все исследователи. Они вобрали в себя и эллинскую сторону, и персидскую сторону. Знать в Пантикопее была уже к этому времени не только эллинская, она была уже и местной частично, а местные народы, на территории которых расположился Пантикопей, это синды и меоты. Азовское море называлось даже в эллинских источниках Меотским озером. Кто они такие, сейчас идентифицировать тоже очень сложно. Но, во всяком случае, в отличие от скифов, они были оседлым земледельческим народом. И, как полагают исследователи, многие именно поэтому были закабалены прибывшими эллинами. Значительная часть рабов, которая работала в Пантикопее на протяжении веков, имела местное происхождение, синдо-меотское происхождение. Кроме того, в Пантикопее поставлялись рабы откуда-то с севера и с востока. Иногда транзитом они шли дальше в Элладу. И само население Пантикопея за 3-4 века серьезно изменилось. Как появился народ херсонеситов, так, собственно говоря, появились пантикопейцы, ну, по-русски говоря, которые уже не были эллинами, ну, практически ни в каком отношении. Ни по генетике, ни по внешнему типажу, ни по своей культуре бытовой, хотя, конечно, многое из технологических достижений они заимствовали и развили в Элладе. Хозяйство Пантикопея было богатым, было развитым ремесло, ну, строительство само собой, которое делалось в основном по эллинским образцам. И Пантикопей был значительно более многочисленным по населению. Я уже говорил, что иногда оценивалось его вместе с Кавказским берегом населением в 200 тысяч человек. Мне кажется, это перебор, учитывая, что нынешнее население вот этой части Керченского полуострова тоже составляет около 200 тысяч человек. То есть надо понимать разницу в экономике того времени и нынешней. Но, тем не менее, Пантикопей славился тем, что это был урожайный на хлеб и на другое зерно регион. И, опять-таки, из разрозненных эллинских источников известно, что был период, когда в Афины из Боспорского царства в год вывозилось 17 тонн 650 килограмм хлеба. То есть, ну, в настоящее время это, может быть, кажется не очень много, но в пересчете на то, что на душу населения, ну, примерно нужен килограмм зерна в день, этим зерном можно было в течение
года прокормить 45 тысяч человек. То есть в Афинах, где, тоже по разным оценкам проживало порядка 100, там где-то в разные периоды по-разному, 110, 120, 130 тысяч человек, это, конечно, было очень много. И это, конечно, не единственные поставки, то есть какой-то вклад Пантикопеев в торговлю с Элладой и в развитие сельского хозяйства внес такой заметный, существенный. Хотя в разные периоды истории было по-разному, бывали неурожаи, бывали какие-то потрясения. И опять-таки, что характерно, Пантикопей отгородился от скифов специальным валом. Он шел по Керченскому полуострову, поперек, так, чтобы степные кочевники не могли легко вторгаться в Пантикопей, который, все-таки был на равнине со стороны суши и был легче доступен степной коннице. Но это не означает, что пантикопейцы со скифами постоянно враждовали. Это просто нормальная предосторожность того времени, хотя конфликты, конечно, существовали. И опять-таки это говорит о том, что, собственно говоря, изначально эллинская, или скорее малоазийская, замешанная на эллинском, превратилась в конечном счете в, собственно, крымская. Пантикопейцы не были похожи и не были тем же самым, что эллины из любого другого места Эллады или ее колоний. Складывался какой-то новый народ. Я хочу обратить внимание, что в отличие от тех басен, которые имеют устойчивое хождение в популярной истории о том, что кочевники, кто бы они там ни были, с севера, скифы, сарматы, разные другие, о которых позже будем говорить, они были главной угрозой эллинским колониям, это неправда. Потому что, если просто посмотреть на факты, конец Пантикопею положили римляне военным вторжением, никак не скифы. Скифы, наоборот, вошли в число знатей Пантикопейского Боспорского царства. Об этом я уже говорил, но есть такой достаточно интересный сюжет, когда в первом веке до нашей эры известный Митридат Евпатор, который как раз и был уже не эллином, а человеком смешанного происхождения, причем это не в первом поколении, в свое время настолько был успешен в своих боях, что одно время контролировал всю Малую Азию. То есть он подчинил себе греческие колонии, внутренние области, такую, как, например, Каппадокию, Малой Азии. Фактически она была под его контролем. Более того, у него были планы вторгнуться в римские владения и, в общем, воевать с Римом до конца. Так оно и получилось. Римляне с ним воевали до конца, но результат был обратный. Критическое поражение потерпел Фарнак, сын Митридата Евпатора, в битве на Призиле в Малой Азии. И это та самая битва, которая дала начало известному выражению Юлия Цезаря. Пришел, увидел, победил. Вени, види, вики. То есть разгром был полный. Остатки пантикопейской армии отступали в обход Черного моря. Наконец, они оказались в родной гавани, в Боспоре. Фарнак перешел на сторону римлян, попытался свергнуть отца. В общем, там была такая очень драматическая, трагическая и, в общем-то, некрасивая история. В конце концов, Митридат Евпатор попытался отравиться, у него не получилось, потому что он с детства сознательно принимал яды, чтобы вот так вот не подвергнуться случайному отравлению. Порядки тогда в этом Боспорском царстве были те еще. То есть это почти как в «Игре престолов». Кто-то кого-то убивал, кто-то у кого-то захватывал власть. Все это шло между ближайшими родственниками. Достаточно сказать, что сам Митридат Евпатор был женат на своей родной сестре. И никто в этом ничего особенного не видел. Это не получилось, поэтому он попросил своего друга заколоть его мечом. Погиб от его меча. Римляне поставили Пантикопей под свой контроль военный, то есть путем военного разгрома и захвата. Чуть позже они послали свой флот в Херсонес, и Херсонес тоже, в общем-то, утратил свою самостоятельность как первоначальная эллинская колония, а потом самостоятельное государство в результате римского вторжения. Вот такова историческая правда. Это не северные кочевники, это римляне, античная культура, которая положила конец самостоятельности этих эллинских колоний. Потом произошло то, о чем я говорил, потом это стало частью Византии, но это уже начало средневековой истории.